Курсы изобразительного искусства Мадины Абдуллаевой существуют чуть меньше года, но сейчас здесь уже занимается более 70 детей. На занятиях художница учит детей не только рисованию. Ее подопечные проходят теорию, изучают черчение и знакомятся с творчеством известных крымско-татарских художников. Арт-студию Мадины Абдуллаевой можно назвать особенной хотя бы потому, что посещают ее, в том числе дети с задержками развития, расстройствами аутистического спектра, неврологическими и генетическими заболеваниями. Когда мамы говорят, мы бы хотели привести ребенка, он у нас очень творческий, приводят ребенка. И только не говорят перед этим, что он особенный. Они все особенные, особенно солнечные дети, которые очень любят сильно обниматься. И когда я увидела первого ребенка, Майю, девочку, да, солнечного ребенка, и я поняла, что ей в группе работать с детьми так же комфортно, как и, допустим, самостоятельно. Они выбрали самостоятельное время, отдельное время, то мы занимаемся 40-45 минут. Дети все по-разному, они устают. Почему нет, если она понимает? Это у них, получается, выходит как арт-терапия. И они работают, им это нравится, их это лечит. И они выполняют работу намного круче, чем иногда дети выполняют у меня подросткового возраста, 14-15 лет. Сейчас арт-студия пополнилась еще одной уникальной группой. Обучение здесь соответствует всем каноническим принципам исламского искусства. Когда во время занятий ко мне родители либо звонят, либо постучались, можно к вам. И потом смотрят, что мы сегодня изображаем, допустим, животного, да, завтра мы изобразим попугая или же человека, образ человека. Они говорят, бабушка шла нас, нам, значит, не получится, нам не сюда. И ребенок, последний, который ребенок зашел, она говорит, Анака, я что, уйду? Она расплакалась и ушла. Мне это, наверное, было тогда всему свое время. Может быть, это время и пришло методику всю полностью перекроить, и чтобы в отдельное время занимались общедоступным занятием художественно-изобразительного искусства, чтобы ребенок от азов, техник всех, понимал и знал и этим занимался. Поэтому я решила, чтобы у нас в Марьино, вообще в Крыму за все это время будет такая группа для соблюдающих именно по правилам шариата. Не изображать животных, с уважением относиться именно, в принципе, к любому пейзажному материалу, который будет храниться у них в папочках аккуратно у каждого ребенка. Но знания они будут получать. Теория обязательно. Знать все термины, которые необходимы, допустим, для той или иной перспективы, чтобы ребенок уходил с готовым материалом. В скором времени Мадина Абдуллаева планирует организовать выставку, где можно будет увидеть работы всех ее подопечных.